В повестке 73-го заседания Народного собрания одним из главных вопросов было обозначено утверждение кандидатуры Владимира Сластенина на должность председателя правительства Ингушетии. Выступая перед собравшимися, Владимир Владимирович поблагодарил главу Ингушетии за оказанное доверие и депутатов Народного собрания за конструктивное взаимодействие, которое удалось выстроить за короткие сроки. Также он отметил, что за период временного исполнения обязанностей премьер-министра детально ознакомился с текущей социально-экономической ситуацией в регионе. В течение этого периода были выявлены болевые точки, требующие безотлагательного решения, и сформирован план действий на перспективу с учетом ориентиров, заданных главой Ингушетии. Главная задача, обозначенная главой перед правительством, это своевременное и эффективное выполнение мероприятий национальных проектов. Как вы знаете, для реализации указа президента на 2020 год уже подписано 31 соглашение о представлении средств из федерального бюджета на сумму 6,1 миллиарда рублей. В 2019 году мы освоили 5,9 миллиарда рублей на эти цели. Запланировано 153 мероприятия, из них 29 объектов капитального строительства. Особое внимание будет уделяться качеству выполняемых строительных работ и реализуемых мероприятий, и также целевому использованию денежных средств. Путем тайного голосования большинство депутатов приняло решение в пользу утверждения кандидатуры Владимира Сластенина на должность председателя правительства Республики Ингушетия. На основании пункта 7 статьи 76 Конституции Республики Ингушетия и в соответствии со статьей 46 Регламента Народного собрания Республики Ингушетия, Народное собрание Республики Ингушетия дает согласие главе Республики Ингушетия на назначение Сластенина Владимира Владимировича председателем правительства Республики Ингушетия. Подписи председателя, заместителя, секретаря имеются. Владимир Сластенин родился 25 октября 1959 года в городе Самаре. Окончил Куйбышевский политехнический университет. Позднее обучался в Институте переподготовки и повышения квалификации при правительстве Российской Федерации. Начиная с 1984 года занимал должность заведующего отделом Октябрьского районного комитета комсомола. Затем являлся вторым и первым секретарем данного комитета. С 1986 года работал завотделом и первым секретарем Куйбышевского обкома комсомола. С 5 января 1991 года на протяжении 6 лет занимал пост управляющего филиалом Волгокамского коммерческого банка. После слияния вышеуказанной коммерческой организации с КБ «Газбанк» Владимир Сластенин возглавил дополнительный офис. В дальнейшем продолжил работу в банковском секторе в должности вице-президента акционерного общества КБ «Солидарность». Возглавлял Департамент финансового и экономического развития города Самары с 2015 года. В 2016 году занял должность первого вице-мэра Самары, который оставил в ноябре 2017 года. Распоряжением главы Республики Ингушетия от 27 января 2020 года Сластенин Владимир Владимирович назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Ингушетия, первого заместителя председателя правительства. Женат, 2 детей. Председатель правительства поблагодарил всех присутствующих за оказанное доверие. Спасибо за доверие. Я все знания и силы стараюсь приложить на благо людей республики. Как мне подскажете, надо еще сказать правильно. Депутаты Народного собрания выразили надежду на позитивные социально-экономические изменения, которые они ожидают в связи с утверждением Владимира Сластенина на пост премьер-министра. Что мы ожидаем от него? Реальные вопросы, которые задавали сегодня депутаты, чтобы экономическая составляющая, чтобы реальный сектор экономики был более развитым, потому что у нас идет большой объем работы по строительству социальных объектов, их расширение, развитие, но тем не менее, если не будет экономическая поддержка всему этому, их содержать надо, поэтому есть большая надежда, что он обещал депутатам запустить те предприятия, которые у нас простаивают в республике. Радует то, что он очень хороший экономист, потому что у нас очень много, экономический блок вопросов, действительно, в этой нашей республике, он немножко, скажем так, мягко говоря, не на должном уровне. Но сегодня предложил пути выхода из сложившейся ситуации, поэтому я очень рассчитываю на плодотворную их работу. И самое главное, что говорить можно много и красиво, самое главное, чтобы люди почувствовали эту заботу.
С отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности за 2019 год выступил на заседании также министр внутренних дел Михаил Коробкин. Он отметил, что по сравнению с 2018 годом рост некоторых преступлений на порядок снизился. 2019 год, особенно его первая половина, для органов внутренних дел республики складывался достаточно непросто. Мероприятия по защите граждан от преступных посягательств реализовывались в условиях нарастания факторов криминогенного риска. Имели место резонансные преступления, появление терроризма и экстремизма, попытки дестабилизации обстановки путем проведения несанкционированных акций. Вместе с тем, несмотря на всю сложность выполнения поставленных задач, контроль над оперативной обстановкой во втором полугодии удалось вернуть и в целом обеспечить. В рамках возможных полномочий в прошедшем году органами внутренних дел республики рассмотрено более 19 тысяч заявлений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. И их число увеличилось более чем на 14%. Это можно расценивать как возросшее доверие жителей к правоохранительным органам. С предложением ввести на территории Ингушетии запрет на оборот бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина, способами отличными от курения выступил депутат городского совета Назрани Марат Азиев. Действительно, некоторые регионы ограничивают этот продукт только для людей младше 21 года. Но нам кажется, что низкая социальная ответственность продавцов не позволит нам контролировать этот процесс. Поэтому мы предлагаем полный запрет. Благодарю парламентариев за то, что прислушались вместе с нами, встали на защиту детей и приняли данные законопроекты. Баркал. Новый председатель правительства уже официально вступил в должность. Теперь Владимир Сластенин должен набрать новый кабинет министров и пересмотреть структуру правительства. Цель, которая стоит перед ними правительством, в целом улучшить качество жизни населения и приложить все усилия к росту экономики республики. Светлана Томова, Магомед Белакеев. Новости 24.